какое количество приблизительно приезжает сюда и с какими трудностями они сталкиваются? Трудоиммигранты приезжают энное количество, зависимо от населения тех стран, которые являются, в частности, если мы будем говорить о Республике Средней Азии, Таджикистан, каждый год не меньше 1 миллиона находятся граждане на территории России в поисках работы. 25 лет суверенитет Таджикистана, 25 лет суверенитет России, но все-таки надо было как-то искать механизм, что их количество стало меньше. Я сторонник того, что трудоиммигранты Таджикистана, нынешнее поколение, да, вот старые поколения пострадали. Новейший Таджикистан построили благодаря трудоиммигрантам, их денежный перевод. Но не хотелось, чтобы эта молодежь обратно приехала в других стран, не только в Россию, даже в той же называемой развитой Европе. Но мне не хочется этого. Потому что для таджикистанцев и таджиков в Таджикистане достаточно есть те ресурсы, которые можно использовать. Мы боимся создавать рабочие места. Мы боимся, что в этих рабочих местах будет работать молодежь Таджикистана. Мы боимся, не исключено, что когда-то вот все это заводы, фабрики, которые построены, может в один день подняться как профсоюз и требовать правительства, президента и права переводчика. Трудовые права будут там же, дома у себя, это же хорошо. Вот этого боится нынешняя власть Таджикистана. Ну приезжает. А что мы результаты видим здесь? Если приезжает человек, там остается жена, там остаются дети уже, совершеннолетние дети даже, которые не могли учиться. Из тех, которые учатся, даже энное количество надо денег отправить, чтобы преподавателям тех же учебных заведений, высших учебных заведений, да, что ребенка не исключили. Основная масса молодежи, что они не хотят в армию попасть. И родители готовы платить любые деньги, до $1000 в год. Это минимальная цена. А в медицинский институт там до 3 до 5 тысяч долларов. Мы сами начинаем нарушать те правила, которые у нас есть для существования человека. В первую очередь, что права человека, бесплатное образование, бесплатная медицина отсутствует в государстве. Хотя льготы есть. Люди, которые уже вышли на пенсию. А как тогда мигранты выйти на пенсию? Из какого расчета мы сегодня будем считать, когда говорим 45-50% ВВП Таджикистана зависит от труда иммигрантов, а почему он сейчас, ему 63, 65, 70 лет, он получает мизерные деньги пенсии? Ну, порядка там 250 сомали. Это около 2500 рублей. Это все нас волнует. Но другая страна, а если не было бы России, куда они пошли бы? Чем бы сегодня заинтересовали бы нынешние власти Таджикистана своих молодых парней, молодежь, что они выехали? Вот с учетом того, что большое количество мигрантов выезжает из Таджикистана, они приезжали трудиться в России. А в результате работодатель не заплатил им деньги. С дома там, получается, когда он выехал, получил кредиты, приобрел авиабилеты, приезжал здесь делать патенты, сумму энное количество же опять дал. Это почти 100 тысяч надо тратить, чтобы хотя на начальной стадии восстановить свои трудоспособности. Это квартира, это авиабилетов, это патентов, это ежемесячно за квартплату, это, соответственно, другие функции продления срока пребывания регистрации. Вот 100 тысяч рублей человек или занимал у своего соседа, или брал у банка. Проходит 2-3 месяца. Практически 1 месяц он нигде не работает. Нет у него патента, никто на работу не будет. Второй месяц начинает работать, он зарплаты не получает. Третий месяц ему говорят, только ты получаешь, на 4-й месяц зарплату. Это все обман же. И в результате граждане Таджикистана молодые уже чувствуют, что уже идут процентные соотношения в банке, они готовы на все. Что это деньги возвращать надо кредит, чтобы к ним домой не пришли сотрудники полиции, сотрудники прокуратуры Таджикистана, не требовали. Где деньги? Ваш сын забрал. И тут начинается у нас вербовать наших граждан в различные горячие точки мира. Я вот по своему опыту, я говорю, я ни одного таджика не видел террориста, который он готовился вот с детства, чтобы вот, я же прекрасно знающих знаний Корана. Я не видел ни одного таджика, который он готовился к пути экстремизма. Их завербовали, отправили туда, отдавали потом им автоматам, другие, значит, средства, так связано с вооружением, вооружение на сегодняшнем новейшем для ведения боевых действий. Но он согласен был. Он готов был, чтобы который деньги ему обещано от 5 до 10 тысяч долларов вербовщикам, ему на самом деле передали. Мигранты. Они приезжают сюда, сейчас складывается так, что они приезжают сюда и оставляют семьи там. Соответственно, женщины, дети, жены, дети. Какие условия у них здесь есть, для них создаются, чтобы обеспечивать семью там? И в каких ситуациях оказываются и те, и другие? Я говорил неоднократно, независимо от возраста, что 17 лет,
молодого парня, или глава семьи, так говорим, отца там 70 лет, приезжает, они в тот же момент прощаются с членами семьи. Дай Бог Всевышнему, чтобы он еще видел. Он уже идет к тому, что может быть случайно упасть, может выполнить строительную работу, где вообще нет техники безопасности, он будет использован, это дело на высоте 17 этажей, которые есть высотные или больше, там, провести штукатурные работы. Вот они прощаются с членами семьи. И поэтому, когда мы говорим о количестве гробов, это только Москва, Московская область, ежегодно, меньше, больше нет, до 900 человек, гробы имеют, отправляются только с 2 регионов России и Таджикистана. Об этом все думают. Невыгодно никому. Я говорю, ну что, да у нас тоже умирает в Таджикистане. Да нет. Мы по-разному умираем. Один умирает дома, рядом с родственником, помогает в чем-то ему там, чиновник своему сыну все равно умирает. На это лекарство, на это прекрасные палаты платные. А другой просто умирает в этих же называемых роботах, которые одели ему работодатель, который не получил деньги. Но в этом Россия опять не виновата, вы не поймите. Да я могу сказать, Россия виновата по полной программе. Здесь нет. Ну, с моей стороны было это некрасиво. Я вижу, происходит это событие в России нашей. Для этого есть Россия, держава, есть маленькая страна, суверенный государство Таджикистан. Надо подсказать своему младшему брату. Ваши дети приезжают со слабым образованием, с низким профилем, профессиональной деятельностью. Соответственно, это люди, соответственно, мало владеют язык, который связан с русский язык, или не подготовлены как специалист. Ну, граница открыта. Если такие-то есть, соответственно, претензии к таджикистанцам, Россия говорит, вы извините, нас больше интересует вызовы системы, то, что я предлагал раньше. Я предлагал рабочие визы. Не вести барьер между Таджикистаном и Россией, не закрывая на замок все, а ввели трудовой вызов. Я не хочу, чтобы мой сосед, который ко мне имеет прекрасный вариант, случайно оказался в России, под чьи-то дудки, приехал сюда, бросил жену и детей там, приехал в Россию, а потом он завербован был, отправлен куда-то. Или просто трудоустроили, ему не дали деньги. Он работал как раб. Насколько сложно им обеспечить свою семью? Ну, мы берем расчет. Если человека 4, мы говорим 4-5, это кормильцы. Вот человек приезжает, он кормилец. Он должен хотя зарабатывать, отправить на родину минимум 20 тысяч рублей российских. Это, если перевести на таджикские деньги, это 2500 самани, еще можно петерить. Но это, ну, хотя бы не купить и не приобрести ничего уже. Ни одежды хорошей, ни все. Чтобы хотя дома был масло, хлеб. Мы говорим, ну, какие-то фрукты, ну, кусок мяса уже вообще забыл. Но большинство семей так и живут уже более 25 лет. Нынешнее суверенное государство. Ну, я это замечаю. Вот я выпускаю газету, даю сайт, сотни материалов выпускаю, различные интервью даю. Но я даю в последние 3 года практически 3 интервью, которые, вот то, что у нас наболело там, мы говорим благодаря средствам массовой информации Запада. Зарубежным называют. Российские СМИ не будут об этом показывать. Россия средства массовой информации окончательно поставила, что проблема трудовых мигрантов это не наша проблема. Я сегодня называю каждого мигранта, он для своей семьи, он президент. Он для своей семьи премьер-министр. Он собственный безопасность, он министром здравоохранения. Это вот в роли мигранта я сегодня так и все это вижу. А какую помощь мы показываем? Кто помощь показывает представители Таджикистана? И никакой помощи не оказывает. Если мы хотели сегодня 5% из общего количества трудовых мигрантов ввести нормальное русло, открывать автошколы, там права получили, отправить на обучение хотя бы Министерство здравоохранения, разные колледжи же в России же. С каждой семьи хоть по одному кадру, именно кадру готовить, не с дипломом, дипломы нам не нужны. В Таджикистане обучаются сегодня более 130 тысяч ежегодно, выпускают высшие учебные заведения. Но Таджикистан всего нуждается на 15-20 тысяч максимум кадров в высшее образование. А среднетехнические, среднепрофессиональные отсутствует кадров. Надо туда их отправлять. Пускай там учатся. Надо развивать сегодня. Таджикистан это аграрное государство. Надо все это развивать. Каким образом мигрант, приехав сюда, принимает решение оставить семью и не вернуться уже обратно? В 17-18 лет уже все. Это ребенок уже готов, чтобы выехать на заработок. Я не говорю, что они все приезжают в Россию. И соседи наши, которые депортированы были в России, выдворены на Украине, находится очень много наших граждан. Как бы не было нестабильное государство, но там есть наши граждане тоже, потому что работают в Беларуси, в Казахстане, но они выезжают. Количество, я вам говорю, не менее 1 миллиона, только если говорим по России, в целом по Таджикистане больше 2,5 миллиона, 3 миллионов ежегодно покидает территорию Таджикистана.
Если брать пример России, каким образом он принимает решение, найдя здесь работу, не возвращаться обратно, оставить свою семью? В России только поиск работы начинается через посреднический день. Но вообще хотел подобные вещи проводилось на уровне Министерства труда, Центра занятости Российского нашего государства. Они должны предлагать своим соседям количество, значит, необходимо нужно в различных сферах. Тоже аграрных сфер, строительных сфер, соответственно, другие сферы есть. Ну, значит, сегодня Россия нуждается. Особенно в частном секторе нуждается. Частный сектор, дом строит человек, нет рабочих сил. Самое главное, что все готовы сегодня принимать таджиков. Это люди, которые не пьют практически 99%, не курят. Ну, да, они любят свои религии, ислам. Они должны ходить в мечеть, надо приветствовать. Если каждый ребенок уже идет в мечеть, надо приветствовать его. Потому что он уже это зло, которое другого, хотите сказать, неверующий говорим. Безбожник, который совершает, никогда верующий не будет. Если он верит в наш традиционный ислам, вообще ислам сам по себе, для меня считается, это та религия, та конфессия, которую сегодня мы должны приветствовать. Есть история одной девушки из Херсонского района как раз. Жаловалась о том, что муж бросил, не помогает, завел себе миграцию в другую жену, чтобы получить гражданство и не возвращаться. Женщина остается одна с 3 детьми или 5 детьми, которые чаще всего оставит, чтобы устроиться на какую-нибудь работу. Вы говорите, что вот она осталась, а он приехал в Россию. Он приехал в Россию, да, потому что у него сложились обстоятельства, он нашел работу, и он не может вернуться обратно по каким-то причинам. Каким-то образом прокомментировать эту ситуацию. Есть вообще разница между мужчиной и женщиной. Я уважаю для тех мужчин, которые, что бы они ни сделали, нельзя забывать, что есть жена, есть дети. Именно в далеком Таджикистане пускай. Что бы он здесь ни делал, должен говорить конкретно, что есть, вот перед вторая там супруга получается, что не могу поехать, это не причина. Это трусость. Это трусость. И отказаться, что супруга, она тоже с надеждой вышла замуж. Она не была брошена, могла выйти замуж за другого там соседа, за третьего, за четвертого. Ну, суждено было им вместе. Вот, поведение данного, соответственно, таджика нашего мальчика, который приехал в Россию, не может возвращаться туда, это просто искать причину. Мы готовы помочь им возвращаться на родину. Мы готовы даже войти в диалог между русской женой и между таджикской женщиной, что они были близкими друзьями, подругами даже пускай были. Если он устраивает оба стороны. Поэтому надеемся к тому, что молодежь Таджикистана потихоньку будет возвращаться. Молодежь Таджикистана ждет конкретные шаги со стороны руководства страны и России, и Таджикистана. Я всегда надеялся, что мудрость всегда были в России у нас. Всегда таджик шел по той пути, где русский Иван, он за ним. Да, трудно сейчас в России вообще, знаю, потому что практически мы этого Ивана не видим. Практически нет Ивана. Вот последние слова президента Беларуси мне больше нравятся, потому что говорим на уровне президента одно, а структуре власти решает по-своему. В общем, количество брошенных женщин с каждым годом растет. Правильно? Я не могу сказать, что женщины, они брошены в каком плане. У них есть браты, у меня сестра есть. Если зять у нас такой, значит, хам, и решил что-то вот в свои молодые годы существовать, жить за счет других женщин в России, да, и бросила мою сестру, да, в мужском понятии муж нужен, но дети его не будут брошены. Настолько так и принято. И сестра тоже она не будет брошена. Найдем кусок хлеба и, между нашими детьми, между ее детьми будем делиться, значит. Но это воспитание. Это воспитание именно там начнется, со школьной скамьи. В мечетях начнется, в церкви, в других синагогах. Надо там воспитывать людей. Я всегда говорю так, если вы идете в мечеть, вот целый день говорите что-то непонятно, хорошо, но 2 часа делите на современной нашей науке. Найдите хорошего мулла, который 2 часа говорит о химии, о физике, о астрономии, что говорит. Вот это можно же вести умных людей же в мечеть же. Мы нет, читаем молитву, потом людей оставляем мечеть, и начинает внутри этих людей, люди остались с ними беседовать. О чем они говорят? Молодой парень готов на все идти. Последний вопрос. Может ли быть какая-то введена ответственность для мужчин, которые оставляют своих жен? Уже есть в Таджикистане. Уже есть, соответственно, раньше вот буквально вот так. Пришел, ты забрал справку. Я не женат. И расписался с другой женщиной. Сейчас Таджикистан не дает. Раньше давали дипломатический корпус здесь у нас, консульский отдел. Сейчас Таджикистан там. Надо провести. Все это. Потом можно жениться. И самое хорошо, когда-то мы предлагали, что если возвращается мигрант из России, молодой парень,
Я это знаю. Люди, которые даже если у нас нет публичных домов в России, но вечером есть девочки, которые на дороге. Разные национальности, там не только, говорят, там в России русские, в России-то не русские. В России все приехали, мы россияне. И те же, которые мигранты, приехал на себя тоже мигрант. И вечером это же гарем приводит куда? Места скопления. Допустим, рынок в Люблину. Вы знаете, там сколько мужиков ночью спят? Более 3,5 тысяч. А эти 3,5 тысячи будут без женщин там спать? Пожалуйста, в 11 часов ночи прибывает туда машину, открывает дверь, а туда выходит 15 женщин, 1000 граждан обслуживает. И они довольны оказать это. Но возвращается с чем? С инфекционными заболеваниями. И сейчас Таджикистан сделал сама. Нет, дорогой, пока свадьба планирована, вы к врачам, анализ сдаете, все остальные, и выявляют сегодня, что есть инфекционные болезни, что ребенок завтра не заболеет. Если мы все будем где-то на свадьбе одного мужика, он и так выехал, молодой парень, 17 лет, 25 лет суверенитет, 25 плюс, считает 17, уже практически 40 лет практически. И что он видел в этом жизни? Приезжает домой, инвалид, все время жил в этих подвалах. Он жил в подвале, до сих пор живут, это дворники наши. Он не мог себе создать условия жить. И никто ему не помог в этом направлении. И что ему остается дальше? Если государство предложит работу, если он отказывается, тогда он выезжает, да. Вам предложено было работать, господин Абдулла. Вы выехали. У вас работа, как сказал господин Лукашенко, $500 получает гражданин Беларуси. Правильно? $500. Мы с вами говорим, что пенсия в Таджикистане 250 самолет. А он зарабатывает, здесь хочет 20 тысяч отправить, здесь отправить хорошо. Если нет, то куда он идет? Он опять туда в Сирию. Или к талибам. И потом будут на нашей шее. Почему закрывали глаза? Отсутствие ту программу, которую мы сегодня называем выход из тупиковой ситуации. Этой программы нет. Мы говорим, экономическое развитие Таджикистана, эта программа есть. Для этого есть правительство, есть кабинеты. При таком большом нашем трудах мигрантов, товарооборот между Таджикистаном и Россией, знаете, какая там сумма? Я скажу вам смешно, будет 495 миллионов. А мигранты туда отправляют 3 миллиарда, да? Раньше попозже. Сейчас 1,5 миллиарда, 1,3 миллиардов. Надо все сделать так, чтобы и семья президента, и семья, так называемые дехканы, когда крестьяне, они жили, ну, чуть-чуть, может быть, не хуже, чем президент. Президент все хорошо жил. Но не как сейчас я это вижу. Хорошо, спасибо огромное. И вам спасибо. Да.